Каждому асу, осетину, важно знать, откуда берется начало слова «Ирон». Оно берется от названия созвездия Орион, не путать с Орионом, которое было искажено, оттуда и начало всех нартов. Они являются представителями арийской расы. В Осетии по сегодняшний день есть ущелье, в котором находится Дзуар, это сакральное место для каждого осетина, в том числе для настоящих арийцев, живущих на нашей земле, придерживающихся к мировоззрению предков, называется Реком, от осетинского Ариком, ущелье ариев. С ней также связано слово индоарийцы. Почему слово «ария» воспринимается большинством негативно? Во время Второй мировой войны такие же, как Гитлер, дали ему идеологию истребления славяно-ариев, под лозунгом «Мы – арийцы». Также они пользовались древним солярным символом – свастикой, от осетинского сауаса, первопредок нартов, по мифологии произошедший из огня, отсюда название «нарты» – наарт. Слово «индоарийцы» было заменено на «индоиранцы», однако к Ирану никакого отношения они не имеют, а наоборот, земли Ближнего Востока, в том числе Ирана, принадлежали скифам. После искажения Гитлером смысла арийской расы и свастики, люди начали относиться к ним с презрением, а слово «индоария» заменено на «индоиран». Нынешнее слово «осетин» было навязано их врагами во время карательных экспедиций совместно с грузинскими националистами, которые упоминали в своих блокнотах отошедших от мировоззрения своих предков, Ахдау, и принявшие религию, как бывшие осетины, от грузинского «аскиапил», «оси». Таким образом, осетин начали называть осетинами. Аланы и асы – это этнонимы. От слова «ас» – «я», Бог, живущий на земле, Уаздан, Аздан, богоподобный. Асы – так обозначали себя аланы в древности. Пришло время возродить Ахдау, так как никогда у осетин не было никакой религии или веры, никакого дин, только Ахдау – это знания, связанные со вселенскими и космогоническими знаниями, а также полное понимание мироздания. Законы существуют только для Вселенной, у нас же на Земле есть кон, которого мы обязаны придерживаться, а для этого нужно жить только по Ахдау, который достался нам от наших великих предков. Каждый осетин должен взять себе на заметку, у осетин никогда не было никакой религии или вероисповедания. Понятий древняя вера, древняя религия, аэсдин, уацдин и так далее никогда не было у асов. Есть только Ахдау, мировоззрение предков. Изначальное понимание веры было ведать Ра, познавать свет. В нынешнее время оно воспринимается как верить или не верить. Также и религия, приставка «ре» означает повторение чего-либо, реинкарнация, реконструкция, реверс, реактивация и так далее. Дин – слово, произошедшее от динар, древнего названия денег, а также на арабском дин означает богобоязнь. К мировоззрению асов, Ахдау, ни одно из вышеперечисленного отношения не имеет. Мировоззрение предков, Ахдау, заключается в знаниях и миропонимании, а не слепой вере во что-либо, кого-либо или кому-либо. Наши предки твердо знали все законы Вселенной и жили по кону, а именно по Ахдау. У них не было необходимости верить во что-либо, если они это знали. Также у асов, осетин, нету понятия молиться. Молитва, молва – это содержащие предполагаемые, недостоверные, приблизительного сведения, распространяемые в массы. Умолять – значит просить, выпрашивать что-то материальное, выманивать, склонять к чему-либо страстными способами, мольбами, очень горячо просить о милости, милосердии Господа, Господина. Многие путают современные молитвы с проведением обрядов, кувын. Он состоит из обрядовых инструментов, специальный напиток, баганы, 3 пирога, кусарт. Многие путают этот напиток со спиртным, а именно пивом, которое является генным оружием, что категорически запрещено в осетинской культуре, Ахдау. Баганы – это напиток богов, а пиво – напиток для рабов, как и любые спиртные напитки. Бог есть Творец, Ахуицау, Дунисфалдисак – это Всевышний, Создатель, от слов выше всех, и богов создал тоже Он. Творить может и человек, так как он сотворен по образу и подобию своих предков-богов,
но создавать планеты и звезды, воду и деревья, воздух и землю может только Всевышний, Сфалдисак. Поэтому нельзя путать Всевышнего с богами и творцами.